Уроженец города Сухум Ахиллес Маврофиди в раннем возрасте перенес тяжелую болезнь. Несмотря на это, он связал свою жизнь со спортом. С именем Ахиллеса Сократовича связаны успехи российских паралимпийцев по гребле на байдарках и каноэ на международных и российских соревнованиях. За 12 лет спортсмены сборной завоевали в общей сложности 118 медалей. Спортивная общественность Абхазии и, конечно же, спорт Абхазии. И, безусловно, все спортивные организации нашей страны, они понесли серьезную утрату, большую потерю, что именно такой человек еще достаточно, как говорится, в хорошем возрасте, абсолютно, как говорится, не в старческом возрасте, ушел из этой жизни скоропостижно. Люди с такими, скажем, сложностями в спорте как бы очень сложно чем-то заниматься, тем более, что расти, развиваться по линии физической культуры и спорта. Ахиллес Сократович выбрал вид спорта, где как бы, в какой-то степени ноги меньше могли помогать. Таким видом спорта оказалась гребля на байдарках и каноэ. Долгое время, конечно же, этим занимался. Это упорный труд, это целеустремленность, это настойчивость, безусловно, определенное терпение, иногда через боль, через силу. Но он смог добиться того, что стал мастером спорта Советского Союза. Ахиллес Сократович многое сделал для развития этого вида спорта и блестяще проявил себя как наставник, воспитав целую плеяду талантливых гребцов. Он вложил огромный труд в меня, дал очень много таких жизненных и тренерских советов, которые по сей день я в будущем этим буду пользоваться. Огромная потеря для вообще спорта, для ребят, с которыми работал, с которыми общался. Ахиллес Маврофиди занимался и организаторской работой, возглавлял комитет по параканоэ и спортивный отдел Союза инвалидов России. Работал тренером сборной команды в начале города Сухум, потом сборной Абхазии. Был одним из тренеров сборной Грузии. А в конечном итоге он был тренером юниорской сборной Советского Союза. По словам его учеников, он обладал такой внутренней энергией, что он мог сплачивать людей. Ахиллес Маврофиди внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта Абхазии. По его инициативе была создана абхазская команда лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по мини-футболу, которая становилась многократным победителем и призером международных турниров. На протяжении 11 лет также по инициативе Маврофиди проводится международный турнир по мини-футболу на Кубок Победы среди инвалидов-ампутантов. Его жизнь – это пример верности своему делу, ответственности и честности. Он колоссальную работу проводил, за что мы все, честно вам скажу, очень его уважаем, ценим и любим. И сейчас говорить о нем в прошлом времени даже как-то в сознание пока не приходит. Светлым, добрым, по-настоящему преданным спорту человеком останется Ахиллес Маврофиди в памяти близких людей, друзей и коллег. Энергичным, молодым, жизнерадостным, добрым. И в каждом человеке, видящем своего не только друга, брата, сестру. Отец мой был и есть для меня, остается, он останется для меня всегда таким. Провести в последний путь Ахиллеса Маврофиди приехал из Москвы певец и композитор Георгий Лысенко, автор марша футболистам, написанного на Кубок президента футбола среди инвалидов, который проходил в Москве. Заполнены трибуны стадиона, и снова начинается борьба. У мужества особые законы, у мужества особая судьба. Только вперед, отступать не годится, только вперед, ведь победа близка. Стойкостью вашей Россия гордится, мужеством вашим гордится страна. И таким был Ахиллес Сократович всю свою жизнь. И в это время, я думаю, от нас уходит это милосердие, доброта с этим человеком, потому что он мог понять любого человека, он был супердипломатом, он мог выслушать любого. И из любой такой ситуации он все равно вышел бы победителем. Такие люди, они рождаются нечасто. И что он входил в сборную Советского Союза, как инвалид, но входил как здоровый, как он на руках по лестнице в Волгограде поднимался. На одних руках. Очень был хороший человек.
Невероятная сила воли и жизнелюбия помогли Ахиллесу Маврофиди не только адаптироваться к собственным ограничениям и добиться выдающихся спортивных результатов, но и стать примером для многих людей. Его уход из жизни, безусловно, большая потеря для спортивной общественности Абхазии. Адица Сагари, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.